Габышева Лира Львовна, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, создатель и заведующая музеем Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивцева Соорун Амалона, автор многих публикаций о театре в республиканских и российских изданиях. Рада приветствовать вас, дорогие участники проекта, посвященного Году театра. Сегодня тема нашей встречи – Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия имени Сивцева Соаруна Амалона. Дмитрий Кононович Сивцев Соарун Амалон всегда говорил, что без знания истории любому народу трудно утвердиться в этом мире. Также и наш театр. Нашему театру оперы и балета не только трудно было утвердиться в этом мире, но и понять себя, найти свое художественное лицо, свое имя, куда мы идем, зачем и за кем идем, и идем ли вообще, или, может быть, топчемся на месте, а может быть, мы идем так, 2 шага вперед, а шаг назад. И в эйфории аплодисментов, успеха, 7-минутного успеха, мы думаем, что двигаемся, продвигаемся вперед на пути к совершенствованию своего искусства, к своей цели. Но знаете, современный театр оперы и балета – это, конечно же, сложная история по вертикали разных векторов народной жизни, социально-экономической, политической. Конечно же, это многослойно она и по горизонтали различных культурных пластов, личностных человеческих судеб и творческих энергий многих-многих поколений. И поэтому наша история очень содержательна и объемна не только по содержанию, но и по своей содержательности. И, конечно, хочется сказать словами поэта: «Из толщи вечной мерзлоты, как выстрел, вырвавшись наружу, неукротимые цветы стоят и в непогодь, и в стужу». Так и искусство, самое изящное искусство, хрупкое, человеческий голос, человеческое тело, язык человеческого тела – это, конечно же, показатель цивилизации, цивилизованного уровня любого народа. А раз мы его имеем, значит, это заслуга нашего народа. Талантлив всегда был наш народ. Ведь посмотрите, естественной корневой системой оперно-балетного искусства, естественно, является памятник народного творчества до письменного периода монументальный эпос Аланхо. Зимними, темными, холодными вечерами народ тянулся к красоте, к совершенству духовного мира человека и творил этот чудесный поэтический дар, посланный нам, в общем, народом испокон веков, передававшийся из поколения в поколение. Вот музыкальность и театральность Аланхо были подмечены еще самыми первыми путешественниками, торговыми людьми, купцами, проезжавшими через территорию Якутии, слышавшими о народе Саха и о нашем искусстве, о том, что есть песни у этого народа, есть такое Аланхо удивительное. Вот. И, конечно же, это ученые, этнографы, оставившие нам записки свои, ученые труды в немецких изданиях, французских, голландских. Очень много, оказывается, писали вот эти люди о нас, о наших предках. Вот. В те времена, это 17-й, 18-й, естественно, 19 век, это имена Линденау, Мидендорфа. Кстати, Мидендорф записал, впервые нотировал услышанную якутскую мелодию. И эта мелодия в нотной записи дошла до нашего времени. А позднее Серашевский Вацлав, поляк, сосланный сюда в ссылку в Якутию, записал старинную якутскую песню «Девушки». Записал не только ноты, но и текст. А мелодия этой песни до сих пор звучит, не то что до сих пор, она вошла в партитуру нашей оперы «Нюргун Ботр стремительный», и до сих пор она там звучит. Это танец с Чароном в 3-м акте. Вот, если вы слушали эту оперу, то должны будете теперь знать, что это мелодия Серашевского, из каких времен эта она дошла до нашего времени.
Конечно, хочется сказать, что искусство Алан-Хасута – это, конечно же, определенный дар, талант человека, который дается не каждому. Алан-Хасут должен был владеть не только природным даром, своими голосовыми данными, он должен был владеть целым мастерством, вокальным искусством, голосовыми связками. Он должен был контролировать свой голосовой аппарат, тембр, выразительность. Ведь акустическим резонатором служила рука, ладонь, приложенная к левому уху. Как вы знаете, это характерная поза Алан-Хасута. Все это известно, зафиксировано, и до сих пор так делают современные Алан-Хасуты. Вот. То есть контролирует тембр, подачу голоса. А ведь он, один человек, изображал целый пантеон мифологических героев, действующих лиц Аланхо. И все это живописал ярким, выразительным языком, представлял всю картину мироздания, Вселенной, целый весь пантеон этих мифологических героев, положительных, отрицательных, героев верхнего мира божества, среднего мира, богатырей, которые выручают героев земных среднего мира, вот, и, конечно же, представители нижнего мира. Вот. Это, конечно, разные типы пения, деретере, дегеренере, более простой. Вот. Впервые эту терминологию ввел первый хормейстер якутский, один из самородков нашего искусства, зачинатель нашего искусства, музыкальной культуры Федор Корнилов. Это он нашел такое определение, вот именно терминологии старинного певческого аппарата Алан-Хасута. И я хочу еще подчеркнуть, что, конечно же, Алан-Хасут – это театр одного актера, причем многожанровый. Ведь он должен был изображать и Тоярмуку, и Ниргун-Ботура, и Абагы, и Кыс-Кыс-Кайдан, и Иринолан, и всех персонажей, и коня Ниргуна-Ботура, и Сурук-Балура, и его лошадь, и так далее, и так далее, и так далее. Это удивительно, что это искусство, которое передавалось устно, только устно, было все-таки записано Платоном Алексеевичем Аюнским, Ниргун-Ботур. В позднее время, уже в первые годы советской власти, были записаны многие Аланхо. Но я хочу сказать, конечно, это же была готовая музыкально-драматургическая форма для оперного и балетного спектакля. Почему я говорю еще балетного? Потому что в Аланхо, во многих Аланхо, есть описание многолюдного танца, есть описание, кажется, танца черного стерха, белого стерха и так далее. Есть наличие хорового пения у якутов было в Аланхо. Вот. И описывался характер движений. Можно было понять именно этническую особенность пластики, танцевальной лексики старинных танцев. Это, конечно, удивительно. Тот, кто изучает Аланхо, тот погружается в это бесконечное, неиссякаемое сокровище, богатство и узнает много-много-много, читая и между строк, и об этом Аланхо, и в самом тексте, которое дошло до нас. В становлении оперного балетного искусства решающую роль играла, конечно, якутская интеллигенция, появившаяся на рубеже XIX – начале XX века. Василий Васильевич Никифоров, лидер либерально-демократического движения в Якутии, основавший Союз просвещения для якутского народа в 1905 году. В 1906 году уже в Якутском народном клубе была поставлена первая такая постановка «Берет Берген удалой богатырь». Это было 3 января 1906 года в Якутском клубе. Впервые было Аланхо поставлено по Аланхо, существующего, тогда, действующего в те годы Алан-Хасута Охлопкова, который сам изображал и играл в этом же спектакле. В этом спектакле участвовал и Алексей Елисеевич Кулаковский в сиквелях. Это 1906 год, представляете? А 2 марта был поставлен уже, после «Берет Бергена» был поставлен «Манчары», пьеса самого Василия Васильевича Никифорова. Там тоже играл Кулаковский, кстати, да? А 2 марта 1907 года, если я не ошибаюсь, да, был поставлен так называемая якутская опера. Так было написано в программе. Называлась она «Кулантай-богатырь, имеющий удалого коня уже». Вот это было Аланхо. Автор этого Аланхо остался неизвестным, но, тем не менее, его тоже исполняла любительская якутская группа артистов. Аланхо адаптировалась сначала на драматической сцене.
Но все-таки Аланхо распевалась, так как это крупный музыкальный жанр. Треть текста Аланхо поется. Кроме того, декламационного речитативного текста, треть текста, вы представляете, третья часть текста, она пелась. Поэтому, конечно, это же музыкальный, крупный музыкальный жанр. С него началось вообще театральное искусство, и драма, и опера, и балет. Я думаю, и цирк берет оттуда начало, и многие-многие жанры вот, нашего и современного, профессионального уже искусства. Интересно, что внутри драматического театра все-таки шло адаптация музыкального жанра Аланхо в форме сценического спектакля. Тем не менее, уже в 1927 году был поставлен еще «Тоюк». В форме «Тоюка» спектакль. Это по пьесе Сафронова «Лампы» поставлена была Эрге Суктер-Кыс, девушка, выходящая замуж в 1927 году, имевшая очень большой успех. В 1931 году она была повторно поставлена. А 18 февраля 1928 года была поставлена инсценировка Аланхо самого Платона Аюнского, так и она называлась «Нюргунботур». Это уже там роли пелись, распевались, и декламация была, были декорации, использованные в этом спектакле, уже полноценный спектакль был. Начало такого систематического, организационного процесса, сочетающего в себе и производство, и творчество, и учебный процесс, связан с именем первого композитора Марка Николаевича Жиркова. После окончания Московской консерватории, окончил он ее почти в 40 лет, и он организовал из числа студентов, еще обучавшихся на театральном факультете театрального искусства имени Луначарского в Ленинграде, в Москве, из этих студентов, вообще студентов других вузов, он организовал хор, который с большим успехом выступил на московской сцене. Потом, приехав после окончания, студенты эти попали в число его первого национального хора. Первые самородки – это певцы, это артисты драмы. Ходулов Дмитрий Федорович, Савин Виктор Афанасьевич, это Петров Афанасий, это многие-многие другие. Матрена Слепцова ходил туда, Марк Дмитриевич Слепцов. То есть все знаменитые артисты драмы, они были в составе хора, национального хора, который организовал Жирков. Конечно же, там были специально набранные артисты, певцы из народа, такие как Екатерина Захарова, Анна Ивановна Егорова, такие как, кстати, я не назвала Николая Николаевича Харитонова, тоже артиста драмы. Вот, он позднее учился в Свердловской консерватории. Вот. Это тоже интересный отдельный период, на котором можно застрять, но я тоже вкратце просто расскажу о нем, что, конечно же, уже в 1937 году, 4 апреля, был юбилей Платона Алексеевича Аюнского. И в честь этой даты поставлен фрагмент из его еще недописанной драмы «Туяр-Мако». Вот. Это было 4 апреля 1937 года. Она прошла 7 раз. 15 марта 1938 года «Туяр-Мако» была поставлена полностью. И была поставлена полностью именно на текст Аюнского. Это была пьеса Аюнского с музыкой Марка Николаевича Жиркова. Уже артисты там пели, пел хор, были танцы. То есть это был полноценный музыкальный спектакль, музыкальная драма. Но, к сожалению, в связи с тем, что Платон Алексеевич Аюнский был на сессии Верховного Совета, и возвращался он в феврале 1938 года, и его уже арестовали, он уже был под следствием, но все-таки 22 марта 1938 года эта Туяр-Мако прошла. Еще артисту здесь в Якутске не было известно, что он арестован. И она прошла 27 раз до конца сезона. Только в июне, когда стало известно, что его арестовали, объявили его врагом народа, то уже все спектакли и Туяр-Мако сняли полностью с репертуара, и все документы уничтожили, поэтому от этого Туяр-Мако ничего не осталось, кроме, знаете, нескольких заголовок и фотографий в газетах того времени. Этот спектакль был поставлен режиссером Василием Васильевичем Местниковым, конечно, Марком Николаевичем Жирковым. И было жалко те усилия, которые были затрачены, и когда уже музыкальный жанр уже сделал свой первый крупный шаг, было жалко терять этот спектакль. И поэтому
чтобы продолжить начатое, они заказали написание либретто Дмитрию Кононовичу Сивцеву Амалону, который и сделал это, стал автором либретто, сохранив частично текст Платона Юнского, взяв некоторые места, фрагменты из других аланхо. Вот. И 22 марта 1940 года, 40-го года уже, вышла премьера музыкальной драмы «Джулия Нургун Ботур», уже в оформлении Георгия Туралысов, постановке того же Василия Васильевича Местникова, с музыкой Марка Николаевича Жиркова. Уже там расширенная была музыка, были расширенные танцы, монологи, арии, хоровые номера и так далее. Но всю жизнь, конечно, и Жирков, и Местников, режиссер, усовершенствовали музыкальную драму год от года. С каждым годом они что-то меняли. Марк Николаевич добавлял музыку. Вот. И, естественно, что Марк Николаевич Жирков, несмотря на такое сложное время, все-таки сумел сохранить и оградить свой небольшой музыкальный коллектив от нападков, реакционных нападков того времени, от обвинений в буржуазном национализме. Одно время писали о нем, что в репертуаре хора национального поют только якутские песни. А ведь это наша страна интернациональная. Вот национальный хор и государственный хор Жиркова потом уже с другой стал петь песни народов страны. Украинские на языке оригинала, украинские, грузинские, башкирские и так далее, и так далее. Теперь пошли обвинения, что он совсем поет на разных непонятных языках якутскому зрителю песни на всех языках мира, значит, да, а якутские песни заброшены. Опять виноват оказался Марк Николаевич Жирков. Очень много в Национальном архиве документов Марка Николаевича ходатайством поменять статус в связи с творческим ростом музыкального коллектива. Вот национальный хор стал государственным, государственный стал, опять-таки, вошел якутским музыкально-вокальным коллективом. Потом в связи с войной, опять-таки, очень многие люди, артисты ушли на войну. Опять-таки, чтобы сохранить коллектив, он вошел в состав драмы якутской, стал называться театр, Якутский музыкально-драматический театр. Вот. Затем все-таки вырос опять коллектив, опять-таки такая назрела потребность организовать самостоятельный якутский музыкальный государственный театр-студию, самостоятельная единица. Вот этими-то силами была поставлена первая опера-баллада «Нургун Ботур». Это произошло 25 июня 1947 года, в дни юбилея 25-летия якутской автономии. Также был поставлен впервые первый национальный балет «Сир-Семье полюбует цветов» 29 июня 1947 года. В 1948 году, несмотря на такое достижение, просто взлетело оперно-балетное искусство, уже все радовались, думали, дальше пойдем, дальше продвинемся. Были намечены планы. Кстати, шла уже и инсценировка из оперы «Майская ночь». Шел театрализованный первый концерт «Айхал». В годы войны это был такой патриотический подъем. Джулия Нургун Ботур шла 100-я постановка прошла с большим успехом. Вот это было тоже историческое событие. Со всех концов страны поздравляли театр с этим событием. В 1948 году, 15 марта, вышел указ уже после войны. В годы войны нужна была опера, нужен был балет, чтобы поднять дух народный в такую годину военную лихолетия. А после войны уже, конечно, страна была в разрухе, и пришло страшное сокращение в штатах во всех республиках. Единственное, это буряты. Они сказали, мы оперу и балет свой не отдадим, делайте, что хотите, мы сократим что угодно, но только не свой театр. Вот. Но, к сожалению, в Якутии так не подумали и все сократили. Сократили это, коллектив был около 200 человек, один кардебалет насчитывал в это время около 100 человек был. Где-то более 200 человек. В общем, разные цифры называют, но, в общем-то, часть коллектива вошла все-таки в состав музыкальной труппы Якутского музыкально-драматического театра. Вот. Был кризисный период до 1954-1955 года. К 1957 году уже к 325-летию вхождения Якутии в состав российского государства проходит декада якутского искусства в Москве. Вот к этой дате восстановлена была опера, которая с огромным блестящим успехом покорила Москву. И дальше уже начинается период восстановления репертуара.
и уже, как говорится, освоение следующих спектаклей. Большую лепту внес в развитие дальнейшее вот этих 50-е годы композитор Грант Арамович Григорян. Это его опера «Лаукут Нюргусу», оперетта «Цветок севера Хутугу-Сибиряки». Вот ставится, возрождается опять-таки «Полевой цветок», «Бахчисарайский фонтан». Кто это делает? Это делают продолжатели, ученики, преемники Марка Николаевича Жиркова. Ведь он организовал и музыкальную детскую школу. И ученики его продолжили обучение в музыкальном училище, музыкально-художественном училище. То есть сохранились кадры музыкальные благодаря его деятельности. Вот. И к 1957 году, к 60-м годам уже можно сказать, что Якутский музыкально-драматический театр вернул имя Платона Алексеевича Юнского. Он был реабилитирован в мае 1957 года. И в Москву театр поехал уже под именем, под грифом Платона Алексеевича Юнского. С тех пор прошел огромный период. Оперная часть и балетная накопили большой репертуар, и в 1971 году театр был объявлен самостоятельным музыкальным государственным театром. Это шли уже зарубежные оперы, «Травиата», «Риголетто», «Севильский цирюльник», уже якутские оперы, пополнились балеты. Кстати, на либретто Соруна Малона очень многие балеты шли, и «Орлы летят на север», и «Кюнко». Была поставлена балетная классика «Жизель» и так далее. И после успеха в Магадане на чужом зрителе, на свежем зрителе уже, как говорится, было ясно, что театр завоевал популярность, что получил высокую оценку, и вот получил статус самостоятельного музыкального. Но нужно сказать, что прошло несколько десятилетий, прежде чем мы стали театром оперы и балета. Невозможно не назвать имена тех выдающихся артистов, которые, конечно, подняли свой театр. Это в первую очередь мне хотелось бы назвать имя лауреата международных конкурсов, народную артистку СССР, такую приму, ведущую меццо-сопрано 70-х, 60-х, 80-х, 90-х годов Онегину Егоровну Дмитриеву Ильину. Она первая вывела оперное искусство республики на международную арену, став первым лауреатом из якутских артистов такого престижного конкурса, как «Пражская весна». Это знаменитый конкурс. Такой конкурс, как Мюнхенский фестиваль в Германии. Она стала лауреатом премии РСФСР имени Глинки и так далее, и так далее. Это человек, которому, конечно, театр остается до сих пор в долгу. Это первое имя, которое прозвучало на сцене Большого театра Советского Союза в оперных спектаклях «Царская невеста» Чио-Чио-сан. Представляете, какой размах, какая амплитуда с 1957 года до 1981-1982 году она пела на сцене Большого театра. Вот. Все эти события, конечно, они были историческим событием в истории нашего театра, в истории культуры нашей республики. Я не могу не назвать имя Ивана Степанова, который стал первым лауреатом первой премии конкурса имени Федора Ивановича Шаляпина в Москве, всероссийский конкурс. Представляете? Не могу не назвать имя первой балерины, первой ласточки, профессиональной выпускницы Ленинградского хореографического училища имени Вагановой Евдокии Степановой. Это была такая необычная, уникальная солистка балета «Мастер», который создал целую галерею замечательных, талантливейших, ярких образов на балетной сцене, непревзойденных до сих пор. Это, конечно же, Наталья Христофорова, заслуженная артистка. Она 19 лет стала одним из первых лауреатов премии имени Платона Юнского вместе с Алексеем Поповым, нашим таким ведущим танцовщиком и первым балетмейстером, окончившим балетмейский факультет в Москве. Многие славные имена можно было бы продолжить, но это был бы целый список, огромный, огромный, огромный. Я хочу остановиться еще на том, что 1992 года, с 1 января, мы считаемся театром оперы и балета. В октябре 1991 года вышел указ, постановление Совета министров о преобразовании музыкального театра в театр в статус оперы и балета, но с января 1992 года. В 2001 году мы стали театром оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивца Сорону Амалона.
Конечно же, на сцене театра впервые прошли такие фестивали оперно-балетного искусства. Я хочу назвать эти фестивали, которые говорят о профессиональном уровне исполнительском нашего коллектива. Это первый фестиваль классического балета «Северный дивертисмент», прошедший в 1990 году, втором и четвертом. Это, конечно же, первый фестиваль оперно-балетного искусства имени Чайковского, 92 год. Это фестиваль музыки Верди, когда прошли такие спектакли с участием приглашенных мастеров, такие спектакли, как «Трубадур», «Реквием» Верди. Это вообще мировые вершины оперной классики. Вот. Это, конечно же, потом уже с 2003 года пошел фестиваль «Арии Севера», оперный фестиваль. Фестиваль классического балета всероссийского уровня «Стерх». Вот недавно и в этом году прошел уже юбилейный 10-й раз. Сейчас на оперной и балетной сцене звучат новые имена. Я думаю, всем знакомо вам имя Сарелы Афанасьева, лауреата многих конкурсов, лауреат международного конкурса «Молодой балет России», первый исполнитель гениальной партии в балете «Спартак». Я думаю, такого «Спартака» еще поискать надо сейчас, в настоящее время, на российских сценах. Это, конечно же, звезда наша Юлия Мярина. Ну, много-много имен. Сейчас звучит на оперной сцене, конечно, это Алина Адамова, Марина Силина, это Екатерина Захарова. Новой генерации оперных певцов это Юрий Баишев, Николай Попов. Не могу пройти мимо 2007 года, когда впервые в Москве была показана премьера мировая двух новых национальных опер «Куданса Великий» и «Александр Македонский» Владимира Кобекина в постановке режиссера Карла Сергучева. Художественным руководителем был Андрей Саевич Борисов, наш министр в то время. Вот. Конечно же, был успех огромный. Куданса пелся на якутском языке. Фестиваль проходил под девизом «От Аланхо к новой опере», что очень символично. А на сцене театра Московского имени Немировича Данченко и Станиславского во второй раз уже была показана опера «Нюргунботру», но уже в постановке нашего нынешнего главного режиссера Прокопия Неустроева. Главные партии Туяр Мако пела русская певица наша, русской национальности Марина Силина, что было очень интересно, конечно. И Иринолана пел Николай Попов, Нюргунботра исполнял, конечно же, Иван Степанов, наш непревзойденный Нюргунботр. Вот. Но я хочу остановиться на том, что, конечно же, вот спектакль «Куданса» и «Александр Македонский» были выдвинуты на национальную премию страны, России, престижную театральную премию, которая называется «Золотая маска». И лауреатой этой премии, обладателем специального приза этой «Золотой маски» стала опера «Александр Македонский». По 9 номинациям прошел он. Вот. И это очень, конечно, редко бывает такое, но это такое знаменательное, значимое событие в истории нашего театра, для нашего творчества. Конечно же, это большая поддержка самого северного оперно-балетного театра, а мы являемся самым северным и до последнего времени были единственным театром в Дальневосточном регионе, вот, не считая Новосибирска, Красноярска, это помимо. В Дальневосточном регионе мы были первыми. Но сейчас уже музыкальный театр появился в Хабаровске и во Владивостоке, по-моему, уже, как говорится, затевается что-то там. По нашему примеру, я думаю, пошли и другие. Все хотят иметь оперные театры. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Насколько увеличилась численность труппы театра на сегодня? 360 человек в общей сложности. Это солисты, цех солистов, цех хора, балетный цех, оркестр и, конечно, художественно-производственный цех, художественно-постановочная часть. Ну и, кроме того, административная, конечно, руководящая, творческий состав. Кто обучал и преподавал первых артистов в Якутске? Становление нашего театра, конечно же, связано с российскими, русскими специалистами, со специалистами самых разных национальностей. Мне хочется назвать имена, конечно, Ивана Каренина, Владимира Климова,
Это балет, балетные люди, обучавшие и поставившие балетные кадры для наших первых постановок. Это, конечно же, Петр Георгиевич Литвинов, педагог вокала, Нина Истьяновна Чукардина. Это, конечно же, знаменитая певица всесоюзного радио Антонина Клещева. Многие-многие, конечно же, для многих Якутия стала второй родиной. Второй родиной это хочу назвать такими, как Полина Константиновна Розинская, первая пианистка и концертмейстер нашего театра. Это Сергей Константинович Джанбаладзе, концертмейстер. Это, конечно же, и Грант Арамович Григорян, композитор, который и остался лежать в якутской земле. И многие-многие другие. И, конечно же, это композитор Генрих Ильич Ликинский, соавтор Марка Николаевича Жиркова, подаривший нашей Якутии первую оперу, первый балет и многое-многое другое. В принципе, всю музыкальную музыку якутскую. В первые годы возникновения театра какой был зритель? Как вы думаете, сколько стоили билеты? Билеты были очень и очень недорогие. В те времена, конечно, у нас рубль считался очень таким, знаете, суммой большой. Конечно, были копеечные цены. 25 копеек, наверное, стоил, может быть, 30. Может быть, такие вип-ряды, так называемые, может, 50 копеек стоили по тем временам. Зритель был очень интересный, своеобразный. Ведь в те времена оперно-балетное искусство только проникало в народ. Якутский народ всегда был чуток к красоте, всегда тянулся к красоте. И, конечно, первые спектакли наши, они бесповоротно влюбили в себя наш народ, и уже ни балет, ни опера уже с той поры не отступили. А ведь не у каждого народа он привился, эти жанры привились. Сейчас многие современные республики не имеют своего театра такого, ни музыкального, ни тем более не оперного. Но были такие зрители, которые подходили к Марку Николаевичу Жиркову, дергали его, он дирижировал, играя на скрипке, тогда было так принято, значит, да, и дергая его за плечо, говорили: «Огонер, ты потише играй-ка, тут слов совсем не слышно». Были такие зрители. Это понятно. А знаете, зрители, который пришел на 100-й спектакль «Нюргун Ботур», кстати, средства от этого спектакля были собраны и посланы на строительство танка «Нюргун Ботур» в танковой колонии «Красная Якутия». Приезжали со всех улусов, издалека, на санях, чтобы увидеть хоть краешком глаза спектакль. Театр был просто битком набит. Все эти, не только на самом 100-м спектакле, ведь целый месяц шел «Нюргун Ботур». Полностью шли эти спектакли, и всех прямо рвались, чтобы посмотреть, увидеть и быть участниками, и дать свои деньги, свои копеечки, свои трудовые денежку на строительство танка «Нюргун Ботур». Когда начали ставить первые спектакли для детей? Когда был музыкальный театр-студия, был якутский музыкально-вокальный коллектив, все эти образования Жиркова, коллективы Жиркова, значит, да, они делали новогодние утренники, ставили утренники. Что они состояли там? Программа состояла из танцев, из песен, конечно, такого характера, приближенного детской тематики. А первый спектакль был поставлен в 1964 году, в апреле 1964 года, число я уже не могу сказать, 11 апреля 1964 года, балет «Доктор Айболит». Поставила его балетмейстер Александра Николаевна Махотчунова, известный хореограф народных танцев, организатор народного ансамбля танцевального «Сорел» в свое время знаменитого и прогремевшего на весь мир, представлявшего якутский танец, вообще якутское музыкальное искусство за границей на многих фестивалях и так далее. Какие главные спектакли в истории музыкального театра вы можете назвать? Конечно, это же «Нюргун Ботур». «Нюргун Ботур» проходит через всю историю нашего театра. Единственная опера, созданная на основе Ланхо, единственная опера Ланхо, в конце концов. Еще никто не написал оперу Ланхо, кроме Жиркова и Литинского. На этой опере выросли все поколения оперных певцов, балетных кадров, музыкантов. Почему театр носит имя Сорону Маллона? Потому что Дмитрий Кононович Сорону Маллон является автором либретто 5 балетов и, если я не ошибаюсь, 6 оперных спектаклей, включая театрализованный концерт «Айхал» и так далее. Как готовили кадры для первых поколений артистов оперы и балета? Готовили кадры параллельно с творческим производственным процессом. Как я говорила, Марк Николаевич Жирков сам
вот организовал хор и сам же их обучал нотной грамоте, сольфеджио, обучал их, значит, ну и прочим наукам, конечно, в общем-то, обучал с ними программу концертную. Вот он организовал, в сентябре 1936 года организовал хор, а в ноябре этого же 1936 года уже хор дал первый концерт свой. Представляете, в 2 отделениях. Вот. И всегда производственная практика всегда шла параллельно с учебным процессом. Конечно, это мешало учебному процессу, так же, как учебный процесс мешал производственной практике. Но что делать? Кадры были одни. И так было до 1951 года, когда впервые была организована якутская студия при Уральской консерватории. Стали посылать туда на обучение. Театр оперы и балета нашей республики – явление действительно уникальнейшее. Вот все удивляются, приезжая в нашу республику, что в такой мороз, 60 градусов, можно увидеть Дон Кихот, можно увидеть Жизель, можно услышать Трубадур, Пиковую даму, Евгения Онегин. Это мировые вершины европейского искусства, которым овладел наш якутский народ. Ведь недаром Алексей Елисеевич Колоковский говорил: освоим 99 наук, освоим 99 искусств и выйдем на широкую дорогу. И хочется сказать, чтобы вы ценили наш театр, чтобы вы всегда приходили, следили за его событиями, спектаклями, любили наших артистов, замечательных, талантливых, которых признает весь мир на больших конкурсных фестивалях, фестивальных сценах. Я думаю, очень дорого нашим артистам внимание и внимание нашего родного зрителя прежде всего. Спасибо вам за участие в программе и желаю быть нашими постоянными зрителями театра, оперы и балета.